К новостям спорта. Мирнинский мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса» на домашней площадке провел две встречи с сургутским «Факелом», ближайшим преследователем алмазников в турнирной таблице. В итоге соперники обменялись победами и не внесли никаких изменений в очную борьбу. За ходом матчей следил Александр Шершуков. Игры 13-го тура высшей лиги между «Алмазом» и «Факелом» можно смело назвать битвой за первую строчку в турнирной таблице первенства. В первой игре под диктовку хозяев прошел весь первый тайм, а к середине второго «Алмаз» вел в счете 5-2. Гости буквально вырвали победу у алмазников. Итог 6-8. Во втором матче победу праздновали хозяева. «Факел», как и в первой игре, был вынужден догонять соперника. Сравнять счет времени не хватило. Сказалось удаление капитана команды. Провалили первый тайм только из-за того, что мы посчитали, что сегодня будет так же хорошо, как и вчера. Только сегодня надо было приложить чуть больше усилий. Поговорили в раздевалке, где-то пиханули друг к другу футболисты. Я какие-то коррективы сделал. И убрали вот эти вот эмоции, стали играть в тот футбол, который нам нужен. Но, к сожалению, в конце могли вытянуть. В итоге «Алмаз Алроса» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице. Это дает преимущество в играх плей-офф. Лидер пропускает этап четвертьфинала, попадая сразу в полуфинал. Однако ситуация может измениться в последнем туре 7 и 8 марта. Болельщиков в Мирном ждет якутское дерби. «Алмаз Алроса» – «Заря». Еще два сложных матча с «Зарей». Одну игру нам обязательно надо выигрывать, чтобы обезопасить себя, потому что Сургут сейчас на ходу, укрепились игроками из Суперлиги, тоже ставят высокие задачи. Поэтому нам надо хотя бы одну игру выиграть в нашем, так сказать, якутском дерби, чтобы точно занять первое место. Александр Шершуков, Артур Голиков, Роман Ларин. Телерадиокомпания «Алмазный край».